На неделе состоялось заседание депутатской комиссии, которая была создана 21 ноября после того, как в связи с убийством в Стамбуле 10 ноября Аэркена Саймаити стала появляться информация о его связях с кыргызскими политиками и бизнесменами. Про эти связи пока разговора нет, но заседание стало ярким примером бюрократической демагогии. Глава таможенной службы Алтынбек Торутаев говорил, что на таможне даже 500 килограммов не могут пропасть. За всем все следят. Но так происходит только тогда, когда груз зарегистрирован при вхождении на территорию Кыргызстана. А если регистрации не проводить, то груза в таможенном пространстве вообще нет. Его можно продавать, получать деньги, перечислять их за рубеж, а груза официально нет. И даже когда груз регистрируется, имеется масса проблем. По статистике Китая в Кыргызстан завозится в год товаров на 5,5 миллиардов долларов. Но Кыргызстан регистрирует их всего на сумму чуть менее 2 миллиардов. Разница 3 миллиарда 600 миллионов долларов. Торутаев говорит, что китайские таможенники специально завышают объемы, чтобы их бизнесмены могли получать возврат налогов. И ведь подобная казуистика процветает везде. Министр внутренних дел или глава ГКНБ твердят, что все милиционеры и чекисты строго исполняют свои обязанности, так что никаких нарушений в принципе быть не может. Но все мы прекрасно знаем, как они мучают бизнесменов и простых граждан. Просто такая их деятельность не фиксируется, как не регистрируется и контрабанда. Иначе бы она и не была контрабандой. Самая первая причина такого расхождения – это транзит грузов в Узбекистан и Таджикистан. Все такие грузы статистика Китая записывает как следующее в Кыргызстан, то есть как экспорт в Кыргызстан. Если все это разделить и снова подсчитать, грузы, оставшиеся в Кыргызстане, и транзит, то разницы в статистике уже не будет.